В прямом эфире информационная программа «Вести». Чеченская республика. Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Импортозамещение по-чеченски. В этом тепличном комплексе я вижу большой прогресс. Это касается как экологичности, так и эффективности работы. Рамзан Кадыров посетил филиал тепличного комплекса «Юг Агрохолдинг» о технологии выращивания овощей Валентина Гусевская. Качественно и безопасно. Глава республики проинспектировал транспортную развязку в центре столицы. На каком этапе работы? Инклюзивное образование. Для занятий лечебной физкультуры здесь есть специальные тренажеры. В Грозном открылось дошкольное учреждение для особенных детей. В чем его уникальность? Экологичные, вкусные, полезные. Юг Агрохолдинг обеспечивает жителей доступными и безопасными для здоровья овощами. Рамзан Кадыров посетил предприятие и ознакомился с процессом их выращивания. Только свежих огурцов в день собирает до 50 тонн. Комплекс включает в себя современные теплицы площадью порядка 9 гектаров. Продукты пользуются высоким спросом на рынках республики и страны. Репортаж Валентины Гусевской. Тепличный комплекс «Юг Агрохолдинг» выращивает самый большой урожай огурцов по всей России. Глава региона Рамзан Кадыров посетил местное производство. Экскурсию провели первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев и вице-премьер, министр сельского хозяйства региона. Висхан Мацуев рассказал о процессе производства и планах предприятия. Год 7 тысяч. Все мельного тепличь. في до أصلا из крупных хара человек основной помидор, духе 7 тысяч тонн, около 250 рабочих мест. все мелкий тавил. Основной лилушек 8,5 тур, технический чаров. Именно блок кёр, саблок для рассады лилушу, UGS наш 4 и блок ожидаешь лилуш. Садыща холодовый. Кемар делит. Им тоже. Как тысячи тонн узел? Производственная площадь комплекса более 8 гектаров. В тепличном комбинате номер 2 «Юг Агрохолдинга» в день собирают 50 тонн свежих огурцов. Один плод наливается за 7-8 дней. Салам алейкум. Так, чудо. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Александр. Есть что, Рамзан? Как у нас урожай в этом году? Урожай хороший, очень продуктивно работают растения. Значит, у нас сейчас практически рекордный урожай. Да? И в том числе у нас самый высокий урожай по России. Да? Скажу так, да. Это вот очень радует, и наша работа, я думаю, мы стараемся приложить усилия все, чтобы вот получить это. Позволяют все условия, у нас созданы хорошие условия. У нас люди замечательные работают, трудяги такие. Делают все полностью, чтобы растение не испытывало ни в чем нужды. Уход обеспечивает прекрасный. Соответственно, отдача. И материальная база хорошая тоже. Все, что нужно для выращивания, у нас есть. Соответственно, результат. За раз урожай сколько забрали? Значит, мы вот с ноября месяца по апрель 78 килограмм с квадратного метра. Это с растения 20 килограмм с каждого растения. За 6 месяцев по доношения мы с каждого растения собираем по 20 килограмм. В общем 7 тысяч тонн. Это
С ноября по апрель, да. С ноября по апрель, да. Потом мы делаем перезакладку, и уже до лета следующий оборот. Огурец он год не может, это томат может год, а огурец нужно, ну то мы продержали, вот я говорю, рекордные получили урожай. Это вот и Ассоциация теплиц России тоже подтверждает, что у нас дела очень хорошие. Покупатели есть у вас? Да, наша продукция вообще пользуется спросом, потому что она экологически чистая. Мы не применяем химию. У нас чистые растения, у нас нет вредителей, у нас нет заболеваний. Мы биопрепараты применяем, энтомофаги полезных насекомых. За счет этого мы полностью, у нас качество огурцов замечательное. Мы получили тоже и признание в этом, что наша продукция очень экологически чистая и хорошая. Это биопрепараты, энтомофаги, да, раскладываем. Специальный субстрат и поэтому, да. Поставка. Питер и Москва. Питер, Москва. В первую очередь наша республика. Огурец Святогор вот, уходит по республике, обеспечить жителей нашей республики. Это тоже первоочередная задача. И дальше уже по Северному Кавказу, до Москвы и Санкт-Петербурга. Хорошо, когда растут разные здания, огурцы, помидоры. Да. Главный агроном Александр Беликов работает в сфере растениеводства уже 33 года. В тепличном комплексе со дня его открытия в 2019 году. О технологии выращивания знает все детали. Когда запускается комбинат, это очень сложно сразу наладить. Только с течением времени собираются кадры, которые обучаются, которые все это. Вот сейчас мы почему получили этот урожай? Потому что мы практически на пике сейчас именно вот совокупно все это сошлось. Кадры, оборудование освоили, все, и вот результат получился именно за счет того, что все сработали грамотно и профессионально. Урожай начинают собирать с 8 утра и до 5 вечера. В этом сезоне на прилавки поставляют два сорта – Святогор и короткоплодный Бьорн. Рамзан Кадыров оценил масштабы урожая и взял пару огурцов для дегустации. С правой стороны наша продукция. Уже на отправку. Да, уже политизировано, все готово к загрузке. Огурец красивый, с цветочком. Это вот именно Святогор. Вот этот, который у нас в республике пользуется популярностью особо. Да, там вот короткоплодный огурец, который мы заходили в теплицу. Одну заберем, посмотрим, почему республика пользуется популярностью. Там короткоплодный огурец, тот, который мы в теплице смотрели. Вот такой. Это маленький. Да. Раньше любили, Ну, они очень вкусные, и тот гибрид, и тот. Вкусовые качества замечательные. Еще одну заберу тогда. На предприятии трудится 250 сотрудников, и каждый знает свое дело. Глава региона познакомился также со специалистом из Голландии Хансом Копперсом. Голландия специалист. Рамзан, очень приятно познакомиться. Он тоже очень рад познакомиться. Спасибо за поддержку, за ту работу, которую вы делаете. Очень приятно. Я заочно знаю вашу работу. He knows about your work. Okay, thank you very much. I'm very happy to be here. Он People are очень very рад быть в hospitable нашей to me, республике. very nice, Люди очень гостеприимные, and they take care of everything for me. и все очень хорошо работают. Будем вместе работать дальше. We will work together in the future. Thank you very much. Thank you very much too. В период открытия комплекса вместе с оборудованием и технологиями пригласили специалистов из Голландии. Теперь Ханс Копперс консультирует и обучает всем тонкостям выращивания овощей в закрытом грунте. Агроном утверждает, Юг Агрохолдинг входит в топ-50 мировых компаний по выращиванию овощей. С 2019 года в этом тепличном комплексе я вижу большой прогресс. Это касается как экологичности, так и эффективности работы. Каждый год растут и финансово-экономические показатели. Особенность производства в экологически чистом подходе к выращиванию без пестицидов. От вредителей, белокрылки, трипсов и тли огурцы защищают энтомофагами, полезными насекомыми. Верхний лист туда наносим. Обычно каждые 2 недели мы так носим. На квадратный метр у нас 80
способе. Вот так может носим. На предприятии 4 блока, в каждом растении разной фазы развития. Теплица полностью автоматизирована. Влажность воздуха, температуру, подачу СО2 и питательного раствора регулируют операторы. Сейчас в теплицах уже отключили свет. Для растений наступило так называемое ночное время. Оно длится с 4 дня до 9 вечера. Помимо освещения снижают также температуру воздуха с 22 до 16 градусов по Цельсию. После сбора урожая огурцы сразу увозят потребителям. В теплицах они не задерживаются. Каждый день приезжают покупатели. Качество агрохолдинг, качество самое лучшее бывает. Насчет огурец, любой светогор, берна, разницы нету. У него качество хорошее бывает. Каждый день 5-10 тонн, ниже 10 тонн в день не гружу. Комплекс также посещают специалисты из других регионов для обучения технологиям. Юг Агрохолдинг – это современное лицо агропромышленного комплекса региона. Он не раз отмечался наградами качества от Ассоциации «Теплицы России» за экологический подход и золотой и платиновой медалями за высокую урожайность. Валентина Гусевская, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизриев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Рамзан Кадыров провел инспекцию в центральной части Грозного. Многоуровневая транспортная развязка станет важным объектом, соединяющим новый район с соседними улицами. Ее открытие значительно повысит транспортную доступность и обеспечит комфортный и быстрый доступ к различным направлениям. Репортаж Лейлы Муртазовой. Строительство многоуровневой транспортной развязки подходит к финальной стадии. Это один из основных объектов нового района имени Владимира Путина, который свяжет его с близлежащими улицами. Проект приковывает к себе внимание не только функциональностью, но и красотой. Как протекает процесс работы на данной точке, проверил Рамзан Кадыров вместе с первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром автомобильных дорог Исойтом Хаджиевым в ходе инспекции центральной части Грозного. Bilina doluştu mesela. Allah'ım aleyküm. Diğer projeler sonuçları yaklaşık şundan. Ahokali saham inşaatı yiyecekti. Allah'ım aleyküm. Milyon finansiyonu hadi sundeva. Her programı. 3 года, 4 года yaxşı obyektda, tom tечение года массу финансирование техник bo'lib, aytoqlar bandusha alhamdulillah. Har xil bo'lishni qaydi, Allah'ım aleyküm. Hizvoyer istatni da делаешь. Что как остаточно до конца года модельера из последний слой асфальт там вахим что я арбох вычекли бошку дересхо массу махту ходитно то почти 90 больше процентов дело завершили точно он сумшин кашер адон не адон la to be match was that's no after the sidon maşallah on var ihtiyacı hittadan tişer uçtak her yol şuaçno hala şu sadordu dasno adayıçno çok sade oldu admi çok ettuğur bu işte ehkin Afrika'yı sahasında poruyor şu ehkin davulu Allah'ım adı işte hava şey veriza akşa gorda her çoğu dik hazin proje diyorum da Ahmet Şavid ama gorda keşke per hazak oldu. Okey da. Kemmetle kaçsan da. Ben her yol işte yani ayın projenin sen sırası o her zaten Putin burası da oldu da durdu da oldu. Tabu da durdu. Tabu da durdu. إذا يعطوا يخسر بالغ البيسوال ده يخسر عبوخ بالغ البخور يشايق تكنيك يشايق يأتو آخرين بو شتسام سبر من ديكني شوي في وكلاتك شو كتكي شو كماش تسني شو مصدوق شو زوج ديكني شو دين احنا ماشيين جتيتش ton asfalt, 5 ton yılında. Yoluşun 5 ton asfalt yolu. На боку баба. Также были озвучены новые планы на будущее – сделать аналогичную развязку недалеко от нового района, которая свяжет Висаитовский муниципалитет с улицей Назарбаева. Будущее сооружение позволит улучшить транспортную ситуацию в городе. Следующий в 25 году даю еще
حمك تاخذ هذه هالقوة هذا بي هالنظر بايو يشتغل يشبه النظر ستارفر مسلوفسكي النظر بايو إيش حمك خلوش يجوا يقرأ زاس خلوش رمز أحمدش إذا следующем году وقمين بروبش سخلي بروبش صدات حاصل مع الأدم يدخلوا كونستركسي وينن إذا كذا تيشوشي مثال كونستركسي جودك عايش إخان كونستركسي يشخنا ويعطيدو يوش خنات أتوه بوخ بالبلش بنا غورد بروبش صدات سيد تكسي عايدو يعني حيارين يعني مثل الشيء بوخ بالكوش يومش يشيل جيران شنو هيك بروبش صار يسيخ بعدين هو يقول شمش أكستيك الدوشي أتوكل إيش بلانيو أوكي أكم يوك شرط واحد بيعتم قدو هذا شو دام دانين هذا ستار لوسي تشي هذا زاف بيتاني يدو 6 فوت قاتشلصن هذا دبي شي كيلومتر صار يو إيش بوتين أكل تبعتي جو قوي تقول خلاص حال بيشكون أبوي إذا دبي بو بوتين إيش تعود إيش كل سوق دقوق قلنا مثلا 6 полосный هذا 6 полосный خربو رمضان أحمدش بوتين 6 полосный خربو أي حال بيشبك 4 полосный خربو هنتي رمضان أحمدش حال إستعبوا بيان إستعبوا بيشتوي وأبخد جورة ده 4 полосный وأبوش بيجي يوتش airport سي هذا في إيش وعبين مش دي هذا حابة بيشتوي أبخد جورة ده 4 полосный لكن فيدرالي دروجة بوق 4 полосный إيش حاب يوتش حكم سيدي من الدرجة نعم لا أكتب كوي ده صراحة ما سمع دولش تو بلاش بس كايك جاوز بلاش материал твой чайк يوش عن ديري. В настоящее время на участке специалистами ведутся облицовочные работы металлокерамикой. Этот материал обеспечит долговечность и устойчивость от внешних воздействий. Основные этапы асфальтирования завершены. Открытие развязки значительно повысит транспортную доступность района и обеспечит к нему быстрый и комфортный доступ. Дорожные развязки, бетон мост еще настали завершение озеленения, таких мест было, что был чандал, война, был поручение до конца года, объект яхтиза, война максимально день обусу волк еще, что до конца года чехтахер, что да, Кроме этого, проделана работа по освещению. Это создаст комфортную атмосферу как для водителей, так и для пешеходов. Данный объект улучшит качество передвижения для всех участников дорожного движения. Также на территории развязки активно ведутся работы по озеленению. Высаживаются кустарники, которые будут образовывать чеченский национальный орнамент. Особое внимание было уделено и посадке деревьев, в частности красного клена. Все это придаст сооружению эстетическую привлекательность. По соседству расположен еще один крупный проект этого года – новый район имени Владимира Путина, который возводится также под чутким контролем главы региона. На участке безостановочно ведутся работы. Многоквартирные дома уже приобретают внешний облик. Строящийся комплекс стал популярным, и большая часть квартир выкуплены. Со снабжением тоже проблем у нас никаких нету. У нас ведутся работы по монтажу предпоследнего этажа, армирование стен, колонн, в принципе. По газоблоку у нас ведутся работы, уже практически 2-3 этажа закончили, газоблок Тиктаю-Чуй. Реализация данных крупных проектов благоприятно повлияет на экономическое состояние города и благосостояние граждан. Лейла Муртазова, Мусор Хаджиев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. Зима – время, когда природа погружается в глубокий сон. В этом году она пришла тихо и торжественно. Рамзан Кадыров вместе с соратниками и известным российским блогером посетил величественный город Тумкалинского района. О путешествии и приключениях и заснеженных исполинах расскажет Турпалали Тайсумов.
Зима – это период, обладающий особым очарованием и умением создавать невероятные белоснежные пейзажи. В это время наш горный край превращается в сказочное место. После обильных осадков и Тумкалинский район выглядит словно бриллиант. Руководитель субъекта Рамзан Кадыров посетил эту удивительную местность с командой соратников и известным блогером Гусейном Гасановым. Вместе они насладились данной красотой. Время от времени делались остановки, чтобы запечатлеть диких обитателей этих мест. Поездка на высоте всегда сопровождается искренней улыбкой и желанием запомнить буквально каждый момент. Это, по словам Рамзана Кадырова, надо видеть своими глазами, поскольку камера не сможет передать ту картинку, которая предстает вживую. Ближе к завершению прогулки на высоте собравшиеся устроили небольшое застолье. Как принято в чеченских традициях, основным блюдом стало мясо, дополненное горячим чаем. Рамзан Кадыров призвал жителей чаще проводить свои выходные на природе. Эти места притягивают к себе. Чтобы получить много приятных эмоций, достаточно просто найти время для себя и своих близких. Турпа Лолита Исумов и сайт Селим Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Рамзан Кадыров поздравил с Днем независимости Объединенных Арабских Эмиратов президента страны шейха Мухаммеда бин Заида Аль-Нахаяна и всех граждан. В своем телеграм-канале политик подчеркнул, что это событие символизирует не только свободу, суверенитет, но и единство, которое стало основой для процветания Эмиратов. Цитата. «Под руководством Мухаммеда бин Заида Аль-Нахаяна страна успешно продолжает путь всестороннего развития и процветания, по праву закрепив за собой статус одной из самых благополучных на Ближнем Востоке. Я очень рад, что между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией, наряду с Чеченской Республикой, сложились крепкие дружеские отношения. Сегодня наши страны объединяют общие цели и в области экономики, культуры и науки. Взаимовыгодное сотрудничество по многим значимым направлениям – это результат мудрой и взвешенной политики глав наших государств. От лица всего чеченского народа и от себя лично еще раз поздравляю братский народ Объединенных Арабских Эмиратов с Днем независимости. Искренне желаю вам мира, благополучия и процветания». Конец цитаты. Рамзан Кадыров провел большую инспекционную поездку по строительным объектам Грозного. Политик осмотрел правительственный комплекс, мечеть, расширяемую дорогу, дома в новом районе. Доклады о темпах работ представил градоначальник. Репортаж Лейлы Муртазовой. В Грозном реализуется ряд крупных объектов. Их строительство протекает под чутким контролем Рамзана Кадырова. В ходе очередной инспекционной поездки столичный градоначальник доложил главе региона о последних изменениях на разных участках. Первым делом были озвучены будущие преображения комплекса 10-этажных зданий, расположенных в новом районе имени Владимира Путина, которые будут выполнены в восточном стиле, и помимо уникальной архитектуры в них будут созданы современные и комфортные условия для жильцов. Или же выделяться до цателюк шайги цундерет на ер до хора элчена а выделить я подцвет шейт не теплый свет ту энергия песочный сенцвет а обратно цунцва энергия из теплый свет это харит
قيخل Церцейнуш основной выкупить диндолду керта до конца месяца чакелюку. В принципе, я люблю с кертом. Так, те дошера, або ойл чар улиц да ойлан догер мостат, из-за да кана расширить вот абулор баркан. Шерифовал шо центральная улица в Цабор, четырехполосный больше, он чистый полосный бар. Este abol gândirea, el poručenic dihar развязкать, из-за подземницы есть надземные, я имела разгрузки легко, он чистый полосный вещь. Поезд бухал больше, тол, больше 4 концов, я зажим гол, то уж не цап, но имела главное еще цапи, что это. Не сока, любас. Окш хамош был поезд, и штаб вечер был, шериф был чистый полосный, бина, он тол был шарбош. 800 метров. Длина лёгка, ингушеты ветка, аделитан маршрут полный цикш. Чакуешь мы, так товарный поезд, пассажирский поезд, тут акцер, джо не ойлом биче, нагрузки урцар, и рубцар, расширит биче. Дом дешду я. Дом дешду, проект, подвал, халбы рукошинца, керчешь, сагоешь. Это домина, десендол домашняя, срок шейтина, бол беш полный, что каждый баттаца, лёт еще этажец, из-за гёта, ютуча, да, что дом чуах, у нас даттич, соответственно, да дешлик, что деге строй контролирует, царь потребован, что ему без бол больше. Пока в городе происходит инфраструктурное развитие, остаются и некоторые болезненные темы, касающиеся нелегальных аптек и салонов, которые своей деятельностью наносят вред здоровью граждан, а некоторые из них распространяют аморальное поведение, что является неприемлемым в чеченском обществе. Данная проблема уже решается компетентными органами, сообщил Хас Магомед Кадыров. Чолдон, разные нахлебеш, разные дом, чалон, замечательная целуш. Ты же молодость, чукуя, что ты ищешь, я думаю, бог без души. Проблема тоже. Халвой поручение, я ничего не действительно, это на поручение, учена Эвер. Войца хама да ойлч опечатать о да ойлна ол шагул кеча ушхаюш смертный казнь яш пожизненно чубок швукуш дуах цедиез молодуях чи масу да цедиеш медицины связанным дать сейчас святой должен гордеш в курсе утун ала эвер дой это абол да болина вала 47 цал лицензию аптекер Üşşeye geda olmuş 30 salonlar, suçuğa üyeşuğu üyeşuğu مسوي وصوب شات أدمي مقشة هلك يشوا ودنيا تعمل لهم شيش يبيلش بيشبر يشاد عونا كده رسبة نتزور وده ويمير كميسي كوالنا يبولخ نبستيان أسنو دعور بولشة жестко контролировать он, а те поручения учена солаешь, додик токетон, а поручения маелла на любой сфере бьет, угрозается на момент боя и борца на расслабить боков, по минусу его исправить его шаг. Каждый бата первое число, вообще есть правительство, отчет что и бог и боком сюда. Бал бабу и давно временно ада, а я его цена его было еще юм тайвели сейчас. Жители дома, среди шелда межинчко еще аккаунт шам. Но я твоечи, жители шесть что он раздал что он вы долго мегадет он лишь будет он и опять еще без лишь будет и молодость это модель качественно дочь что молодо аллергия шуш желудок шгалил что он молодость сидит он кибалец что он он учил что он таблетки лекарства что он это смертный каз болезнь чуш что Чоли руда Япония, Лупа,
ويدون ملها بيت في بومن هو مولا عجا ما توي بيش وعجا На строительной площадке нового правительственного комплекса работа ведется круглые сутки. Весь необходимый материал имеется. В деле задействовано большое количество техники и рабочей силы. Высота основного здания более 69 метров. Всего будет 16 этажей. В проект входит еще 2 корпуса по 11 этажей. Значительно украсит данную территорию и будущая гостиница с необычным дизайном. Короче, я шабек бог по плану рабочку. Так, еще материал шег заказать на халуях там было ши парковочная. Зона юлша юпрена 14 этажу сбоку есть 11 этажу. Что так ши башня юлша есть сурка выбрать на дорцом слабый чпор бо. Так, материал шег заказать ину оплачивать ину. Тедошера августа полно кичило. То анис цашо ханнелир намула цаншершва то кичило. Это проблема. Шумада цасмала масома вой заказать ину. Погодь сано ове шумдат скоро тело что чаше ремонт шидон цар. Масоа во бабиш бол срок сдать бирбуко. وباقي كم بيتنا بعدين؟ полно пьяна бьётан бу. Нетте даш до халялак мало залу. Мало залу, на верхней конструкции шаги железные. Из-за заказать у него внутренний материал, что заказать у него. Просто халбуч болт, на сразу бурболш, бат зараз сам материал, олар эчки, шаги на вес акача, за всех коротких хантва едушу. Пока он до язык основном заказать еще, это бог выбина. Проект почти кичу, материал, что заказать вино, Хоккаина, как образец хозмелагаж. Это есть слабый, это руш диаю. Юдок давош догаю кацан. Это шерипа яшо кертят. Это материалов яшо из. Максан хар хазелахар. Он материал тоже как фиброцемент до диаго гинагери. И сан использовать и чант. Хар хазета. Лицевая сторона ха из. И хаолион. Зал шошу ранама сиденц. Харёк залю, ицунта армирони шабек бог габолина. Вот я шел в гостинице при церкви. Это ты углубленная геология чумда дизер. Больше 20 этаж бенецер. Ёшим, а выбрать иногда 35 этажей. Ну и чё хозю. Больше обычный здание сега хилал. Харчо было бич. Шизалю yok кожами. Тут я гостиница. Я вот. Да, yok. Это правительство. Перметик в будущем у нас чё цахаз точка решил. Решил yok кой, ока реконструкция, концепция. Диарно. Жим залю шофер yok залю. Он мела подземный парковка. Лофта двухэтажный. Подземный парковка есть. Лофта двухэтажный. Подземный парковка, что машина что я буш. В гостинице залли подземные соединения. Есть. Вот это. Да. Уж был день обычно, добрый шпоншер, царь, техника, материал, ценовый проблемат. Единственное, даже было бабка ночь. Когда проблемат, было массовым по плану, дадут материал, арча, до техники, массовым, Бог добавил был ну ешер. Это новый район, 2000 так вескван. 3000 так забуа волшу, ой Бог всех добавит. Через 3 года и полный район ехали ешелч. Каждый шер по этап на открытый решут. Это шер первый этап он открытый рой, первую линию, пока этап он ехал. Домашний. Зарплатка, вода, зертига. 100 тысяч дом. Зарплату шольч. Балаться ободно. Я дать. Деш маду чавина шуда. Балметик цебач хадил балмет кошен. Ist gut стелематься у него. Завершая поездку, мэр города Грозный отчитался о процессе строительства будущей мечети и о дорожных изменениях одной из центральной улицы города. Кроме этого, были озвучены некоторые вопросы, требующие одобрения руководителя субъекта. Hovarci Bog dabolen už переселить плеш выкупать, теш сердце Бог dabolen. Бой уж на диабал
oldu başlıyor. Sen şeyin doğal dağıtıcı. Biznes galtsa yolu için şurezi 5 kvart boyutert. Masittiga suadetne iz ötel detailing shit dokt ino tol tukumshul. Şehgent metig hala pravitelstvo zal shgastinetsia iz okadol mejdek tol. Soç o yok kaz kompleksi yoktu. Hatta doşa hero şeribo labol. Yok patkanet bölçena. Мостице полный вопрос. Скоро цунахтер 6 полосный расширит его, там полный с проездом докачивается. Но вisa итоска 36 докачивается 6 полосный буквой. Въезд и выезд города Женяу. Старопнословский хилогия свой. Цикшта конца ваучена. Ахсов дьяволчена. Право чувирща. Садовый пролетарский щит юртуцера и Грозненский шо по документам. А вы что теперь выезд воевал холю цит и хашол даша и Грозненский багацалуш. Цан масуахи коммуникации масуам латош так войду. И щи юрт сияяк шалар население это уж. Поддержка дерцона сияяк мегардареши. Я кояцы же просто масуама войцу азана до церкви считаю хотел. Новый район неха. Первый этап открытия, второй еле города 500 тысяч, более крупные города, что ахилукой. Сама дудасна. Машина чет, тренировок шведор хамдона. Пропитки до Ставрополя, хейт в Дагестане, а хейт аярния шед демираж. Машин регистрации цигары дон. Цигары больше дон, надон. Большое количество машин должен точно хатсарадас. Alla hade kört ju машин матсюдон, еохи матсюдон, еще сочи матсюдон. Стябал бит и намераш ёлч машин. Это что машин гене, именно уже дон местные и синдон. Мерш понимать эти же. Изначально гай идресицы цаны совместно болбе. Совбезы, я шел, что совещание даст. Полностью южный суд бегидон. Все еще это. Реализация масштабных проектов региональными властями позволит значительно улучшить качество жизни населения и будет способствовать долгосрочному развитию республики. Лейла Муртазова, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Практики поддержки семей бойцов обсуждали на форуме Комитета семей воинов Отечества. Он был посвящен годовщине образования организации. В чеченском отделении зарегистрировано 300 участников. Самое важное расскажет моя коллега. Форум к годовщине Комитета семей воинов Отечества начали с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Ханпашину Радилова. Само мероприятие прошло в здании Чеченского государственного драматического театра. Его посетили более 500 человек, среди которых участники СВО, их семьи, федеральные представители комитета, волонтеры, а также региональные чиновники. Они занимаются гуманитарной помощью, оказанием жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, ну и, естественно, там те, кто оказались в тяжелой ситуации в Курске, да и в Брянской области. Конечно же, они активно работают и взаимодействуют с Институтом гражданского общества. Знаю, что органы власти их конкретно поддерживают. Для форума организовали импровизированную аллею славы. На постерах изобразили героев, участников СВО. Здесь десятки уникальных судеб и историй мужества. Официальная часть началась с приветственного слова главы Комитета семей воинов Отечества Юлии Белиховой. На сцене выразили признательность матерям героев, участников СВО. Благодарственное письмо от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова получила руководитель отделения комитета Жарадат Бугаева. Ее старший сын участвует в специальной военной операции. Мы помогаем гуманитарной помощью, проводим разные акции, посылка солдату, письма солдату. У нас также есть акция «Ты не один». Это мы ходим в госпиталь, где наши раненые бойцы. Желаю, чтобы все мамы ждали своих сыновей, скорейшего возвращения. Если мы
мамы будем поддержать своих бойцов, своих сыновей, значит, у нас тыл сильный, и мы победим. Участники форума обсудили действующие и новые практики поддержки с экспертами. Штабы комитета есть в каждом регионе страны. Он создан по поручению президента Владимира Путина в 2022 году. В региональном отделении зарегистрировано 300 участников. Семьи воинов Отечества получают советы на возникшие вопросы. Им оказывают бесплатную психологическую и юридическую помощь. Здесь у нас наш штаб комитета семьи воинов Отечества один из лучших на Кавказе. Потому что здесь наша Жирадат Бугаева старается, сегодня объединяет семьи, помогает в сложных ситуациях, когда нужно поддержать, когда, конечно, геройски ребята отдали свои жизни, а семьи здесь, когда ребята воюют, какая-то помощь нужна родителям, семьям. Вот здесь всегда на связи для того, чтобы протянуть руку помощи, для того, чтобы сказать «я с тобой», для того, чтобы сказать спасибо за то, что вы вырастили таких сыновей, которые сегодня с гордо поднятой головой, знаете, такой с честью, с долгом сегодня фактически отражают в зоне специальной военной операции, отражают действия и наступательные действия тоже производят с нашими врагами, которые воюют против нашей страны. Поэтому сегодня здесь по комитету семьи воинов Отечества 2 года. 2 года помощи. 2 года, когда мы стали сильнее, и ни в коем случае не сдаемся духом, вот именно силой духа. И здесь эта сила духа, она чувствуется очень, так рьяно, когда четко понимаем, что происходит. Понимаем, что у нас есть страна, ее нужно защищать. Особое внимание уделили молодому поколению. В комитете состоят более 100 волонтеров с 14 до 22 лет. Они участвуют в акциях и разрабатывают собственные проекты. В организации наши волонтеры несут большой вклад, потому что через ребят, через подрастающее поколение мы доносим до нашего населения республики, какую важную часть, какую важную роль играют наши защитники нашего Отечества. Завершился форум концертом и вручением подарков для юных участников. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Футбольная команда «Ахмат» провела фан-встречу с болельщиками в торговом центре «Грозный молл». Знаменитые футболисты организовали открытую тренировку на специально оборудованной спортивной площадке. Вместе с тем собравшиеся смогли получить автографы и сделать памятные фотографии. Нам очень приятно проводить такие встречи с нашими болельщиками. Очень много детей, наших болельщиков. Такие встречи всегда идут на пользу. Уверен, в ближайших матчах наша команда добьется победы, так как все очень ждут, верят в нашу победу. Мы от себя, конечно, тоже так же чувствуем всю эту ответственность и надеемся оправдать доверие наших болельщиков. В уютной атмосфере Национальной библиотеки состоялась презентация сборника стихов Казбека Янсукова «Дахар Джамаш» на чеченском языке, что стало ярким событием в литературной жизни. В основе лирики думы автора о жизни, атмосфера хорошего настроения собрала представителей творческой интеллигенции, несмотря на зимнюю морось. Милана Хабибулаева о том, что вдохновляет поэта. Для писателей и поэтов творчество – это в первую очередь способ самовыражения, отражения их внутреннего мира и чувств. Именно через слова они передают свои мысли и идеи, создают особенный образ, который запоминается ценителям литературы. Настоящим мыслителям и сторонникам традиционных устоев определенно запомнятся образы в стихах Казбека Янсукова. Его поэзия пропитана семейными, патриотическими и нравственными ценностями. В первом поэтическом сборнике автора «Дахар Джамаш» они подчеркиваются особенно. Джимошден книж духешер, так, бузер эдемиров деши чуса, так, эченси духельшна, так, цене трилогии, так, я каньол гозер ше духешер, так, каньол литература ешер, так, марзу йошерса литературный ауэр.
Язык – основа, ведущая к культуре, из которой вытекает менталитет чеченского народа. Вежливость, честность, порядочность и уважение к старшим. Именно поэтому мужчина стремится к сохранению и обогащению родного языка через свое творчество. Друг и коллега автора отмечает, Казбек не просто хороший поэт, но еще и замечательный человек. Поэта хилах цете дикстек хилвес. Анаксана нега дагдява саха амал гиллак тақадона дикая саха лилгу ушва саха дешто вёзни баша догар пайдабаца. В зале Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова прозвучали слова благодарности поэту, а также его строки в лице школьников, познакомившихся с его творчеством. Янсуков Казбек пишет о прекрасном, о чести, о доблести, о материнской любви, о преданности Родине и дружбе. Сегодня в зале на презентации его поэтического сборника собрались его близкие и коллеги по ремеслу, чтобы поддержать его и пожелать дальнейших успехов. Важность поднятых в сборнике Янсукова тем подметил и председатель Союза писателей Чеченской Республики Аламахад Ильсаев. Он познакомился с творчеством поэта совсем недавно и все же успел остаться в восторге от его лирики. Алзамышкасын дуққа дик литературш бу ишхилар баандолш заманын хумнашт ялван дита ом казламыш дозит ваяту бол. Стихи Казбека Янсукаева – это не просто вклад в чеченскую литературу. Это упорный труд во благо развития родного языка, ведь речь неразрывно связана с культурой народа. А без культуры, как сказал в свое время первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, нет нации. Хабибулаева Милана, Мусаев Сейд Амин, Магомадов Руслан, Вести, Чеченская Республика. В Грозном открылся детский сад «Дом маленьких звездочек», ориентированный на детей с дополнительными потребностями. Главная цель – помочь ребятам адаптироваться в обществе и освоить навыки, необходимые для повседневной жизни. В чем уникальность учреждения, разбиралась моя коллега. Дошкольное учреждение для особенных детей открылось в Грозном. На торжественное открытие детского сада «Дом маленьких звездочек» в Старой Сунже пришли будущие воспитанники и их родители. Детский сад будет со спортивным уклоном. Руководитель дошкольного учреждения Эля Тинькова, двукратная чемпионка Чеченской Республики по кикбоксингу. После успешного открытия школы детского фитнеса в спортивном комплексе «Колизей» поняла, что необходимо уделять внимание особенным детям с раннего возраста. У нас садик как бы для обычных и для особенных детей подразделяется на две группы. Мало садиков и мало специалистов, именно которые заинтересованы работой с такими детьми. У нас получается две смены. Это у нас получается с 8 до 7 круглосуточно. И те детки, которые будут приходить, у них есть определенные часы распорядка. То есть дети с аутизмом, синдром Дауна, ЗПР, ЗРР, с этими детьми мы работаем. И определенные часы у них есть какие-то обязательный график работы. То есть это арт-терапия, работа с логопедом, дефектологом. Это обязательно где-то логомассаж подключаем. Ну, то есть полностью под моим контролем. Детский сад рассчитан на 40 воспитанников. К каждому индивидуальный подход, в том числе в меню и распорядке дня. На торжественном открытии, пока дети играли с аниматорами, родители уже узнавали, какие документы нужно принести для зачисления. Основная причина, по которой я решила отдать своего сына именно в этот садик, является наличие многих специалистов, которые нам необходимы и которые были прописаны нам неврологом. И, конечно же, сам специалист, который решил открыть, это Эля Тинькова. Я слежу за ее жизнью, за ее деятельностью, можно сказать. Именно то, что она так работает с детьми, направленный результат, это явилось основной причиной. Возраст детей с 3 до 7 лет. В течение дня, помимо игр и общения со сверстниками, предполагается лечебная гимнастика, массаж, нейрогимнастика, арт-терапия, работа с логопедом.
Физическая подготовка – залог здоровья. Для занятий лечебной физкультурой здесь есть специальные тренажеры, похожие на те, что обычно стоят в фитнес-центрах, только в уменьшенном размере. Через видеонаблюдение родители смогут отследить, чем занят ребенок. В планах у руководства также открытие группы по подготовке к 1 классу. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Сайтели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. И пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.